Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кто скоро выйдет на связь? Кто объявится? Загадайте, пожалуйста, на себя, ни о ком думать не надо. Песочек все покажет сам. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Какой-то аист объявится. Аист — птица любви, аист — птица счастья. Смотрите, какой на высоких ногах с клювом. Мало того, этот аист еще вам что-то вот прям приготовил, принесет. Мои хорошие, мужчина, которому вы неравнодушны. Тот, кто вам нравится, тот, кто вам интересен, кто в вашей головушке находится, кто сердечко ваше волнует. У кого-то прям, да, вы влюблены. А у кого-то прям симпатия, да, почему бы и нет, просто нравится мужчина, интересным кажется. Этот аист, это птица мечты, птица счастья, появится, объявится для того, чтобы вам подарок сделать. Подарок, либо какое-то еще может быть предложение. Опять же, как объявится? Если он объявится по телефону в интернете, то это будет какое-то предложение. Если лично придет, то это 100% будет подарок. И у кого-то еще возможен как вариант какой-то денежный подарок, денежный перевод, если человек далеко от вас находится, выйдет из тени, либо таки пробьется к вам, сможет доехать, приехать. Не знаю, мне идет, что этот аист, он либо где-то в пути находится, да, вот успеет приехать, либо этот аист вообще прям далеко живет, в другом городе, в другой стране. Может, вы поссорились, да, может, между вами там и особого общения как такового не было из-за ссоры. Но проявится, аист 100% проявится. Давайте еще на картах вот хочу вам посмотреть, что от этого аиста ждать. Как надолго проявится, навсегда, либо временное явление. Потому что смотрит аист влево. У кого-то это указывает на то, что вы прям совсем не ждете. Собака перевернулась. Интерес, верность, любовь проявит. Да, в каждом слове этого человека будет чувствоваться любовь к вам, преданность к вам. Как нуждается этот человек в вас. Да что ж такое? Все летит, все падает, башня рухнет. Закрытость, да, человек, возможно, был закрыт, возможно, вы закрывались от этого человека, каждый в своей башне жил, а теперь все меняется между вами. Так, что с этим аистом? Надолго ли он к вам летит? Как там все придет, пойдет? Мои хорошие, если этот ваш аист не свободен, бывает такое, да, не свободен человек, то он вам правду расскажет, правду о своих намерениях, а намерение искать свой шанс, избавиться от лисы и поднять якорь. Скорее всего, расставание, развод, расход, разбег. То есть, если это треугольник, то это конец треугольнику. Человек вот прям решится и вам об этом заявит. Если человек где-то, да, в командировках, в другом городе, то это временное явление, но человек с вами планами поделится, скажет: я вот такое хитрое придумал, оно точно сработает, и это моя возможность всегда быть рядом с тобой, да, вот избавиться от того, что меня тяготит, от того, что меня к тебе не пускает, либо удерживает в той или иной стороне. Да, неплохо. Действительно думал и придумал. Давайте еще посмотрим, какие намерения у этого аиста в вашу сторону. Почему он влево смотрит? Мне вот это интересно. Почему он смотрит влево?
потому что сам будет в шоке, каким чудом ему удастся выйти с вами на связь, либо, может, вы его там заблокировали от греха подальше, а тут амнистию ему дадите. Сам в шоке будет, он и сам не ожидал, что на вашем пороге окажется, либо не ожидал, что сможет до вас дозвониться, с вами как-то переговорить, либо там, в переписку вступить. Сам в шоке был. Он считал, что это кольцо утеряно, либо разорвано, либо вот прям не получится, да, нет ни единого шанса. Он в шоке сам, что у него получится, да, проявиться в вашу сторону. Бывает. Главное, что проявится, главное, что объявится. Я вижу, что вам будет очень приятно, вы ахнете. Вот даже если вы на него обижены, даже если вы с ним поссорились, вы все равно ахнете и скажете: блин, так тебя ждала, так хорошо, что ты все-таки мне написал, либо приехал, вам и подарком не надо от него. Вам вот главное от него внимание, потому что внимание — это прям самое то, что просит ваше сердце. Знать, как он, что с ним, что он вас до сих пор любит, что он интересуется вами. Да, ждите аиста. Но помимо аиста тут еще один персонаж. Тут мужчина на ящерице. Видите? Вот ящерица, такой какой-то большие ящерицы, как называется, варан, да? И он прям на ящерице едет. Ящерица — это знак умного человека, старшего возраста, умного, знающего, благодаря своему уму многого достигшего. Вот этот человек тоже появится, но появится он как-то, вот знаете, не поймешь, что ему нужно, да, зачем он появился. А мне вот идет, что он придет на вас посмотреть. Посмотреть для него это важно, потому что этот человек, дословно вами болеет. Вы для этого человека какая-то навязчивая идея. Может, это как-то связано с работой, с делами, с бизнесом, но больше похоже все-таки на личный интерес. У человека прям ломка, потому что долго вас не видел, да, и нужно вас увидеть. Даже если вы расстались буквально вчера вечером, человек все равно испытывает вот эту нужду вас видеть. Под каким-то хитрым предлогом этот человек появится, проявится, либо как-то с вами сможет коммуницировать, опять же, телефон, либо лично придет, и вы так и не поймете, что нужно этому человеку. Вы скажете: это что такое? Зачем ты пришел? Зачем ты появился? Что тебе нужно? Хитрость, да, это хитрость. От большого ума будет вот такая хитрость. Ему нужно услышать ваш голос, либо на вас посмотреть, да, побыть в вашей энергетике. Может, ему нельзя быть с вами, да, может, он глубоко и надолго женат. Может, у вас там колоссальная разница в возрасте, но, видите, хочет видеть. Важно вас видеть. Вы для этого человека навязчивая идея. Прям навязчивая, навязчивее не придумаешь. Он вами болеет. Вы у него в крови циркулируете, да, постоянно вот в мозг о вас сигнал приходит. Странный, конечно, человек. Давайте посмотрим, что ему нужно от вас. Старше вас. Либо должность очень высокая, да, а у вас, обычная. И вы такая думаете: что такое, что он приперся, да, либо чего ты мне названиваешь? Что ему нужно, этому человеку, что нужно от вас? Непонятно. Прям непонятно, что нужно. Сам не знает, что нужно. Тянет очень сильно к вам. Тянет. А у кого-то еще может отыграться, вот если это связано с работой, с бизнесом, если там именно такой деловой интерес. Может, человек боится, что вы его сбреете и кому-то, конкурентам убежите, да, что как мышь, как крыса поступите. Проверяет свои активы, да, свои кадры. Проверяет. Но у кого-то идет, что страсть. Страсть, и он борется сам с собой, он сам себя не понимает. Его безумно тянет и ведет себя странно, подозрительно, сомнительно себя ведет. Да, просто нужно вас увидеть, либо услышать ваш голос. Дальше, кто еще к вам проявится, кто появится? Тут не видно самого человека, здесь будет разговор о ком-то.
Скорее всего, о вашем бывшем здесь женщина, которая вам буквально рассказывает, что случилось, что произошло, либо как живет какой-то ваш бывший. Потому что с правой стороны и вам не безразличен этот человек. У кого-то, да, на бывшего еще обида есть, а у кого-то, ну, действительно, вы понимаете, что он такой человек, вечно в проблемы влазит, и вы за него вот чисто по-дружески, по-родственному даже, я бы сказала, переживаете. Женщина с новостями, новостей очень много, и новости такие, знаете, ну, особо ничего хорошего, да, я скажу мягко. Опять в какие-то проблемы вляпался, опять у него что-то там не то, не так, обманули, подставили, сам там где-то набузил, вспылил. В общем, она там с подробностями вам расскажет. И еще мне идет, что вы немножко расстроитесь. Скажете, вот дурачина, да, когда ж ты успокоишься, когда ж ты уже нормально жить начнешь. У вас такие, вы знаете, и ударить хочется, и жалко его, да, вот. Мозгами, к сожалению, не поделишься. А эта женщина, она то ли все про него знает, то ли, может, она там с кем-то общается, сама лично видела. В общем, она вам тут много чего расскажет. Вот прям с ума сходит, да? Живет как будто бы на отвали. И знаете, еще такую вещь скажу. Возможно, вы и сами об этом догадывались. Вот на вашем бывшем очень похоже, что есть какое-то клеймо, какой-то негатив на нем есть. Может быть, из-за этого негатива вы с ним в свое время и расстались. И этот негатив его буквально, ну, извините, в могилу сводит, да, доводит до такого состояния глупости в абсолюте. И этот человек разрушает свою жизнь, потому что на нем есть негатив. Да, скорее всего, вы подозревали, либо о чем-то таком догадывались. Я просто вам подтверждаю, что да, оно так и есть. Не своей судьбой живет человек, не свою жизнь проживает. Из-за вот этого негатива жизнь летит в тартарары. Если вам жаль этого человека, вы можете за него помолиться, либо заказать 40 уст. Это хорошо помогает. Ну, такая молитва, вернее, служба. Если вы сами практикуете, и у вас к нему действительно что-то теплое и доброе осталось, можете и сами попробовать помочь. Ну, вы же связь имели, да, энергетику его знаете. Но опять же, если вы не хотите с этим связываться, ну так никто и не осудит. У него своя жизнь, у вас своя жизнь. И так вы ему так много помогали, вы так много от него терпели, вот эти его глупости, гадости терпели. Нет, никто не осудит. Мне идет, что клеймо какое-то на нем есть. И это клеймо негатива. Может, кстати, и родового. Угу. И жалко, и с другой стороны, человек ничего не хочет делать, он ни во что не верит, он считает, что он во всем прав, и так и надо. Ну, что есть, то есть. Да, вы про него узнаете какие-то неприятные новости. Так, еще людей вижу интересных, кого вы давно не видели. У вас с этими людьми встреча какая-то, посиделки. Приятно будет. Вам очень рады будут, и вы будете очень рады этим людям. Может, это какие-то гости, а может быть, вы, не знаю, там, с какими-то однокашниками встретитесь, где-то пересечетесь. Приятно будет, очень приятно вам будет пообщаться с этими людьми. Здесь их немного, 2-3, может, они будут со своими парами, но все равно такая атмосфера классная, а вы почему-то вот в центре находитесь. То есть вы как главное там, да, либо к вам какое-то особое привилегированное отношение. Хороший знак, хороший, очень хороший. Ну, аист, конечно, лучше всех. Ждите своего аиста, он точно скоро появится. Мои хорошие, всем спасибо за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.